Танец – самое возвышенное, самое волнующее и самое прекрасное из всех видов искусств, поскольку он не просто отражение жизни или отвлечение от нее, а сама жизнь. Наверное, никто никогда так и не узнает, в каком именно году человек впервые простер руки к небу, сделал поворот или несколько простых степов. Всегда останется тайной, когда человек начал танцевать. Однако можно назвать не год, а тысячелетие. К тому времени, когда люди научились рисовать на стенах пещер, лепить глиняные фигурки, они уже умели танцевать. Как известно, у каждого народа есть свои особенности и свои танцы – веселые, задорные, величественные и прекрасные. Они являются неотъемлемой частью любого народного праздника. Например, у поляков это полька, у ирландцев – чечетка, у украинцев – гапак, а у большинства народов Кавказа – это лезгинка. Европейские путешественники, посетившие несколько веков назад Кавказ, обратили внимание на красивый и ранее нигде не виданный танец, который танцевали здешние народы, именуемые ими общим названием лезгинка. Сегодня в мире трудно будет найти человека, который бы не знал зажигательный танец лезгинку. Всем известно, что лезгинка – это не просто танец, а эталон статности, красоты и благородства. Пара – мужчина и женщина, от начала и до конца вместе, и у каждого своя особая роль, слагаемые вместе в диалог только им понятной беседы. Ведь многие века именно танец, наряду с песней и поэзией, были верной и единственной формой объяснения своих чувств. Во время танца проходит своеобразное соревнование между молодыми людьми. Быстрая и темпераментная лезгинка, требующая большой силы и ловкости от юноши и плавности, изящества от девушки. Знаменитый танец лезгинка является ничем иным, как отголоском древних языческих верований и ритуалов, одним из основных элементов которых являлся образ орла. Этот образ совершенно точно воспроизводится танцором, особенно в тот момент, когда он, поднявшись на носки и горделиво раскинув руки крылья, плавно описывает круги, словно собираясь взлететь. Лезгинка отражает характер людей, которые проживают на Кавказе. Парней гордых и темпераментных, девушек стройных и красивых во всем. У любой истории есть свое начало. Если спросить у адыгов, есть такая лезгинка. Река, речушка, маленькая речушка, которая горная речушка, которая вьется, бурлит, скоротечная речушка, протекает по территории Кабардино-Балкарии. Эта река называется Лезгинка. Некоторые ссылаются на название танца лезгинка, опираясь на эту историю, связывая его с историей горной речки Лезгинка. Те народности, которые проживают в Дагестане, они связывают с народностью лезгинка. Мне кажется, первая история более правдоподобна. Говорят, что танец – это наша древняя речь. Как много можно почерпнуть из этого красивого, на первый взгляд доступного и столь заманчивого танца лезгинка. Чтобы все это лучше понимать, свой народный танец надо не только любить, переплясывать, но и знать его. В основе чеченского народного танца, конечно, лежит чеченский свадебный парный танец. У чеченского парного свадебного танца есть и преамбула, и своя мифология, и, естественно, есть свои каноны. Каноны определяются тем, что
мужчина начинает танец, а завершить танец право остается за девушкой. Она заканчивает танец, она может его прервать в любое время. И начинается танец напротив друг друга. Девушка – это луна, юноша – это солнце. И кульминация чеченского парного танца свадебного – это бух-бух. Там, где доходит танец до пика, и юноша показывает мастерство, классику тела, ловкость тела. И при этом он всегда связывает свои танцевальные элементы с танцем девушки. То есть остается до завершения танца, все время остается джентльменом по отношению к своей партнерше. Если углубиться в историю чеченского танца, то мужской танец развивается на основе воинских танцев. Кавказские танцы всегда имели большую распространенность и популярность в славянской среде. Известно также, что казачья культура тесно переплелась с культурой кавказских народов. Это отражается как в одежде, так и в танцах. В первую очередь казаки переняли одежду кавказцев, как мужскую, так и женскую. Мужскую в большей степени. Вы знаете, что когда исследовали Кавказ, первые экспедиции, когда сюда выезжали, то есть в горах горцы всегда были сильными воинами. И тяжело было вести и военные действия, и в горной части. И чтобы адаптироваться под местное население, и чтобы издалека не видно было, что это пришлые, было принято решение именно одеваться в кавказскую одежду. Потом это стало часть их культуры. Естественно, переодеваясь в кавказскую одежду, и эта одежда уже имела какое-то влияние на характер, на манеры. И именно с перенятием национальной одежды, конечно, и имело влияние на их такую традиционную культуру в виде музыки, в виде народного танца. Даже те песни, которые казаки исполняют, их заздравные казачьи песни, они имеют ритмический рисунок, где-то какой-то оттенок мелизма кавказского. Подчеркнута выпрямленная статная осанка, высоко поднятая голова, характерная поза рук. Туловище приподнято на носках, движения в пространстве круговые или по кругу. Именно так моделируется кавказская поза в танце и кавказская пластика. Музыка лезгинки с четким ритмом и энергичными движениями еще с давних пор привлекала к себе внимание многих известных композиторов. Многие люди, услышав мелодию лезгинки, даже не умея танцевать, могут пуститься в пляс. Настолько завораживает эта мелодия человека. Среди чеченцев мастерски исполненная лезгинка ценилась всегда. На свадьбах или каких-то традиционных вечеринках танцующих самородков приглашали даже из других аулов. В таких случаях бывало много желающих посмотреть на праздничное зрелище. Я очень маленьким был, я так смутно помню, я всегда в моей памяти стоит лицо моего дедушкиного брата Музаки Малцк. Это был, да, очень известный, ну, он не только танцовщик был, это был такой, в хорошем смысле слова, скажем, Робин Гуд. Он всегда помогал простым людям, когда надо было, шел защищать их, когда надо было, помогал им, чем имел, то есть такой